В прошлом году на базе санатория «Колос» в Кировской области смогли отдохнуть и подлечиться почти 700 ветеранов Великой Отечественной войны и пенсионеров из Коми. В рамках нацпроекта «Демография» в республике возводят новые корпуса домов-интернатов для граждан пожилого возраста и инвалидов в селе Кунеп и Сыктывкаре. Проведен аукцион на подготовку проектной документации строительства нового корпуса Летского интерната. Продолжается работа по внедрению системы долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми. Полноценно она должна заработать к 2024 году. Как отметил в своем докладе глава Коми, все федеральные и республиканские меры поддержки наше старшее поколение получает в полном объеме. По мере возможности республика старается вводить и новые. Так, в прошлом году законодательно были закреплены льготы для детей войны. Депутаты высоко оценили проделанную работу. Если говорить о финансовой составляющей отрасли социальной защиты, то необходимо отметить, что из более 15 миллиардов рублей, направленных в 2021 году на развитие этой отрасли, 77% приходится на меры социальной поддержки различных категорий граждан нашей республики. Это в том числе поддержка семей с детьми. Она стала адресной и целевой. Так, например, семьи, где 7 и более детей, теперь имеют право на приобретение автомобиля и на выплаты для подготовки к учебному году. А семьи, где 9 и более детей, получают соцвыплату на строительство или приобретение жилья. Важный аспект в решении задач региона – это взаимодействие органов власти с населением. Сегодня в республике проводятся личные встречи с губернатором и членами правительства, в том числе и на площадках Государственного совета и Общественной палаты. Кроме того, организованы прямые эфиры, во время которых жители могут получить ответы на интересующие их вопросы, отмечает депутат от партии «Родина» Елена Иванова. Работает портал «Открытый регион», работает Центр управления регионом, куда жители также напрямую через социальные сети могут направлять свои заявки, свои беды, свои пожелания. И пусть, да, не сразу быстро, но, по крайней мере, ответы они получают. И сегодня очень важно, чтобы жители чувствовали, что их проблемы, они сегодня услышаны, они, если не сразу решаются, то, по крайней мере, ставятся в перспективный план для того, чтобы в ближайшее время все проблемы жителей были решены. Судя по цифрам, озвученным в докладе главы, правительство работает, резюмирует депутат Госсовета от ЛДПР Наталья Зиновьева. Привлечены федеральные средства. Обращение от жителей по лекарственному обеспечению стало в разы меньше. Но особенно парламентарии отмечают работу Министерства труда, занятости и социальной защиты. Мне бы хотелось сказать большое спасибо за конструктивную оперативную работу Министерства труда, занятости и соцзащиты населения. Они каждое обращение не пишут отписки, а прорабатывают в ручном режиме, и каждое обращение у нас с положительным результатом. Внимание в докладе было уделено и развитию туризма в регионе. Республику в прошлом году посетили свыше 340 тысяч человек. В прошлом году в Коми разработаны 3 новых маршрута. А уже в этом году были предложены новые маршруты по территории нацпарка Юг-2 и Печора-Илучского заповедника. Открыт зимний вертолетный маршрут на плато Маньпупунер и протестирован маршрут для прохождения на снегоходах с посещением плато и перевала Дятлова. Летом планируется запуск еще одного направления по реке Унья.